Друзья, здравствуйте! Приветствую вас на своем YouTube канале. Сегодня я записываю видео с ответом на вопрос, встречу ли я любовь в ближайшем будущем. Для ответа на этот вопрос я буду работать с тремя колодами. Это Таро снов, Таро гармонии и 78 дверей. В общем, в рамках этого расклада я буду делать расклад тайны жрицы на каждой из колод. И вы сможете выбрать для себя один из трех вариантов. Первый, второй или третий. Вы можете поставить на паузу, сделать себе чаек, кофеек и наслаждаться прослушиванием этого расклада вместе с приятной музыкой. А я приступаю для тех людей, кто выбрал вариант номер 1. И в этом случае колода Таро гармонии. И пусть карты покажут, какая же перспектива того, что вы встретите свою любовь в ближайшем обозримом будущем. Итак, для тех, кто выбрал вариант номер 1, ситуация получается следующая. Я вижу человека, у которого разбито сердце. Человек, который страдает или переживает из-за того, что у него рядом нет любимого человека. В данном случае, возможно, это или мужчина, который хочет встретить свою любовь в ближайшем будущем, или девушка, которая ждет своего принца на коне. Я все-таки склоняюсь к тому, что это девушка, которая ждет свою половинку в ближайшем будущем. Но данная карта, например, она печальная. И можно сказать то, что вы уже устали от такого состояния, и вам хочется, чтобы это изменилось. И здесь помогающая карта, которая говорит
о том, что данная ситуация свершится в течение этого года. К вам должен прийти молодой человек и ситуация в ваших личных отношениях начнет меняться. Но здесь есть два напряженных аспекта, о которых бы мне хотелось сказать. Во-первых, это двойка пентаклей, что может означать финансово нестабильное положение. И из-за этого могут возникать конфликты с любимым человеком. Также по девятке жезлов можно сказать то, что есть определенная вероятность того, что вы хотите, чтобы вас ваш избранник превозносил, чтобы он к вам относился как к королеве. И это классно, когда есть такое внутреннее желание. Но в целом, в плане личных отношений, по карте умеренность, у вас все будет хорошо и замечательно. Но на это нужно время. На то, чтобы данный расклад раскрылся в полной мере. Благодарю вас за просмотр данного варианта. Вы можете написать в комментариях, как у вас проигрывается данная ситуация. А я перехожу к следующему раскладу. Вариант номер 2 буду делать на колоде 78 дверей, чтобы понимать, какая вас ожидает ситуация в личных отношениях в ближайшем будущем. Для тех, кто выбрал вариант номер 2. У вас, мои дорогие, выбравшие вариант номер 2, ситуация напряженная по десятке мечей. Скорее всего, у вас было в ближайшем прошлом завершение личных отношений, или ваши отношения находятся на такой стадии, и вы хотите узнать, когда ваши отношения возобновятся. Вот об этом мне хочется сказать, исходя из вашего расклада. Здесь более детально хочется сказать то, что, во-первых,
у вас есть также ситуация, предвещающая начало чего-то нового в вашей жизни. И ваши страдания, ваша боль, ваши переживания скоро завершатся с приходом новых событий в вашу жизнь. В усилении данной карты у вас есть карта страшного суда, которая также говорит о том, что часть вашей жизни остается в прошлом, и нужно смело двигаться вперед навстречу светлому будущему. Теперь более детально хочется поговорить о вашей ситуации. Скорее всего, ваши отношения будут по масти Пентаклей. То есть это как-то будет связано с заработком денег. Или ваш молодой человек будет оставлять вам подарки, какие-то делать поощрения того, что вы у него есть. Также вы можете наблюдать за творчеством. Вы можете видеть, как вы получаете свои плоды и получать от этого удовольствие. Но есть еще два момента, на которые мне хочется обратить внимание. Первый момент – это карта правосудия. И тут отдельной ситуацией вынесено то, что вам, возможно, вот мне идет информация, что вы, возможно, были замужем или женаты, и ваши отношения закончились, и вы разводитесь. По карте правосудия это вполне реальный аспект развития ситуации. Когда вы начинаете подавать иск в суд на то, чтобы вас развели. И у вас все получится по такому раскладу. И помогающая карта — это Иерофант. Здесь нужно терпение на то, чтобы все, что вам предначертано, свершилось. Вот такой вот получился расклад для людей, выбравших второй вариант. В комментариях к этому видео попрошу написать, как у вас проигрывается данная ситуация, чтобы понимать, насколько все корректно. Я благодарю вас за просмотр, а я приступаю к варианту номер 3. Пусть карты Таро снов покажут, какая вероятность того, что встретите вы свою любовь в ближайшем будущем.
А здесь ситуация крайне интересная, потому как по главной карте двойка жезлов и туз пентаклей. Вам нужно будет выбирать, что для вас в большем приоритете: личные отношения или заработок денег и раскрытие своего финансового потенциала. Кстати, видео о деньгах и о денежных убеждениях есть на моем канале. Сейчас появится подсказочка вот здесь. Но я вижу, что вам хочется радости, хочется счастья и праздника. И по 4 кубков я вижу, что, скорее всего, есть такая вероятность, что вы этого даже подсознательно ждете. Но при этом карты показывают, что у вас есть мечи в раскладе. То есть вы очень сильно переживаете по этому поводу. Вы очень сильно все берете близко к сердцу. В некоторых моментах, возможно, вы даже плохо спите из-за того, что вы много думаете о своих личных взаимоотношениях. И то, что не складывается так, как бы вам хотелось. Потому что карты показывают, есть мужчина. И, возможно, даже в ближайшем будущем по 3 чаш вы сможете быть вместе и строить гармоничные отношения. Но вам для этих отношений нужно проявлять активность по Марсу. То есть это не тот случай, когда вы тихо сидите и ждете с моря погоды, что все вам на блюдечке принесут. Нет, вот мне карты показывают такую ситуацию, что тут 2 варианта. Либо я смотрю ваши прошлые взаимоотношения, либо те взаимоотношения, которые у вас есть, они в ближайшем будущем распадутся, и вам нужно будет делать выбор между тем, чтобы найти способ помириться со своим любимым человеком или зарабатывать деньги. И это нужно будет сделать осознанно. Вот вкратце вот такая получается ситуация для тех людей, кто выбрал вариант номер 3. Напишите в комментариях, как у вас проигрывается данный вариант. Мне важно ваше мнение. Так что благодарю вас за просмотр данного видео. До скорой встречи в следующем видео на моем канале.